Здравствуйте, с вами «Акцент». 1 октября по всей России отмечается День пожилых людей. Поговорить о заботе о людях преклонного возраста мы пригласили в студию Наталью Николаевну Пахомову, директора Республиканского центра социального обслуживания. Наталья Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о Центре социального обслуживания. Какие услуги оказывает Центр? Наш центр один из опытных старейших республиканских центров по всей республике, структурное подразделение Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия, которое действительно на профессиональной основе занимается предоставлением социальных услуг. Более 25 лет нашему учреждению мы предоставляем социально-правовые, социально-бытовые, социально-педагогические, социально-медицинские, все виды услуг, в которых нуждаются наше население. Мы в год предоставляем где-то, по данным прошлого года, 1 200 000 услуг по всей республике. Мы имеем 4 филиала, это Хангаласский улус, Вилюйский улус, Верхняя Колыма и Булунский улус, и, соответственно, конечно, город Якутск. Получателей на сегодня у нас очень много. Мы в год обслуживаем где-то более 4500 людей, которые нуждаются в нашей поддержке и помощи. И, соответственно, конечно, виды услуг, как я и говорила, это более 1 000 000 видов услуг. Работает всего в нашем учреждении 400 человек, социальных работников, которые имеют на основании профессионального стандарта все образования, специалисты по социальной работе, специалисты по социальной педагогике. А вообще с какого возраста наступает преклонный возраст? Преклонный возраст, это понятие, как говорится, оно на сегодня привлекает очень много внимания, потому что вы все понимаете, во всем мире старение населения в последние годы не только тревожит, а рождаются новые требования отношения к этому возрасту. Мы все понимаем, что у нас было обеспечено счастливое детство, юность, зрелый возраст и, конечно, мудрый возраст. Да? Как времена года, они сменяются. Поэтому на сегодня понятие пожилой возраст, конечно, это считается, когда мужчина или женщина отходит от активной трудовой деятельности, то есть выходит на пенсионный возраст. Да? Тут другой спектр, как подходит к этому возрасту сам человек, то есть индивидуально. Тут влияет и медицинская сторона, и социальная сторона, и образовательная сторона. В целом действует вся среда, экономическая среда на одного человека. Можно быть очень активным после 60, можно быть очень активным или сменить сферу деятельности, интересов и так далее, даже после 70. Поэтому сегодня пожилой возраст – это не время, чтобы унывать или время думать о прошедших своих возможностях, юности и так далее, а именно новый этап жизни, новый социальный этап жизни, где можно принести пользу обществу. А есть ли такая статистика, сколько в республике людей золотого возраста? Людей, которые получают на сегодня пенсию, от всего численности населения нашей республики, это 17,6%. А по статистике Росстата на сегодня за последние 10 лет число пожилого граждана по всей Российской Федерации увеличилось на 3 миллиона. И мы, конечно же, и ученые говорят, и ожидают, будет старение населения. То есть к 2035 году уже пожилой возраст по всей Российской Федерации достигнет 30% от всего населения. Ну, это не повод, что печалиться или, как говорится, пойти в раздумье. Это наоборот, я еще раз повторяю, это возраст, когда можно и нужно и обязательно приносить пользу обществу. То есть вся наша жизнь, активная трудовая деятельность прошла ради нашей семьи, нашего государства, какого-то данного учреждения. Мы получили образование и воспользовались для строительства нашей страны. А после пенсионного возраста, после выхода на заслуженный отдых, есть прекрасная возможность поддержать и помочь нашему государству, нашему обществу, чтобы продлить жизнь и чтобы она была более активной и счастливой, конечно. Наталья Николаевна, я знаю, что вы автор проекта «Школа третьего возраста». Расскажите немного об этой школе, как она создавалась, с какими целями. Но на сегодня школа третьего возраста уже работает около 10 лет. Она у нас в Республике Саха-Якутия адаптировалась. Она приносит на сегодня свои очень хорошие, здоровые плоды.
По всей республике это движение проходит очень активно, то есть школа третьего возраста на сегодня оправдала свои цели и задачи. Целями и задачами, которые являлись именно активное долголетие. В Московской области по инициативе мэра города Москвы Собянина уже внедряется проект «Активное московское долголетие», куда каждый год влаживается бюджет около 2 миллиардов рублей. Но наша Якутия начала, скажем так, заранее это движение, школа третьего возраста плюс активное долголетие. То есть путем школы третьего возраста мы активизируем активное долголетие. И, конечно же, без большой затраты на бюджет, потому что это все на общественных началах. То есть мы смогли построить сеть, мы смогли построить правильное понимание активного долголетия нашего, и, конечно же, каждый пожилой человек на сегодня знает, что такое активное долголетие, как к нему относиться, как к нему прийти. И на сегодня у всех у нас есть прекрасная возможность. Ученые же говорят, они доказали, что человек может прожить в среднем 120 лет. Я очень желаю, чтобы наша школа третьего возраста была именно инструментом работы в понимании, что такое активное долголетие, и принять к себе на реализацию, скажем так. Вообще от чего зависит активное долголетие? От психологического комфорта ли, от интересного дела? Мы не должны бояться старости. Раньше было поверье, что старый человек, который вышел на пенсию, в 50 лет, какой может быть пенсионер? Он просто именно номинально получает свою трудовую пенсию, а жизнь-то продолжается. Мы насколько свободны после пенсии, что мы можем, еще раз повторяюсь, приносить пользу обществу, а не сидеть дома, не сидеть на лавочках и вспоминать былые свои счастливые юные годы. Надо жить настоящим, надо жить сегодняшним и, конечно же, приносить пользу. Наталья Николаевна, наверняка нашим телезрителям стало интересно, куда обращаться, как найти ваш центр? Наш центр находится на Пушкина, 31, весь основной офис у нас там находится, а школа третьего возраста, вы все знаете прекрасно, это на Федора Попова. Ваши пожелания нашим телезрителям? Всем нашим старшим друзьям, товарищам, которые нас поддерживают, которые нас обучали, которые на сегодня приносят пользу нашему обществу, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, ярких впечатлений и, конечно же, призываю жить сегодняшним настоящим днем. Наталья Николаевна, спасибо вам большое за интересную беседу. Пожалуйста. С вами был «Акцент». До новых встреч.